На руднике Кумтор введено временное внешнее управление. Такое решение приняли депутаты Джовурку Кенеша, выслушав отчет Государственной комиссии по деятельности золотодобывающего предприятия. Споры вокруг этого решения и дальнейшей судьбы рудника сегодня не утихают как внутри страны, так и вне ее. В этом выпуске программы «Еще не вечер» мы поговорим о том, какие шаги необходимо предпринять правительству Кыргызстана дальше с общественным деятелем Кубаном Мамбеталиевым. Здравствуйте, Кубан Ильязбекович, добро пожаловать к нам в студию. Давайте для начала разберемся, что такое внешнее управление, потому что вокруг этого решения, наверное, наиболее бурные обсуждения ведутся сегодня у нас в обществе. Давайте я сразу скажу суть, как кыргыз говорит, суть. Процедура, которую сейчас пытаются внедрить, это процедура национализации, это будет очень губительный путь для Кыргызстана. Это будет означать, в итоге приведет к продолжению этой золотой эстафеты. Это не тот путь. И я не знаю, почему наши знатоки толкают страну именно на этот путь. Это будет самое худшее, что сделает в данной ситуации Джовурку Кенеш. Теперь я буду пояснять. Внешнее управление принимается тогда, когда идет процесс судопроизводства. В данном случае все логично. Судопроизводство началось после того, как в закон ввели вот это понятие в Уголовный кодекс и в закон о акционерных обществах внешнее управление. Все логично. На период судопроизводства закончится судопроизводство и будем ждать решения судопроизводства. И сейчас в настоящее время говорит о том, что вот, например, одна из газет пишет, атаку разыграли как по нотам. Процесс национализации Кумтора начался. Что значит начался? И что значит процесс? Какой процесс? Что, уже голосуют они, что ли? Уже поставили на повестку дня? И вот мы даже получим решение, что ли? Что такое? Именно этого факта ждет инвестор, чтобы мы осуществили факт национализации. Чтобы выиграть, это будет козырь. На этом козыре они размажут судопроизводство по экологии и налогам. Размажут судопроизводство по экологии и налогам. Я скажу вот так. Опыт Узбекистана. Узбекистан тоже судился с двумя инвесторами, Медницентерой, с американской компанией по золотодобыче и с английской, британской компанией. Судопроизводство там шло по налогам, сугубо по налогам. Вопрос о национализации там никогда не стоял, не ставился. И эти суды Узбекистан выиграл. И в том, и в другом случае выиграл. Я уже говорил вот день-два назад. По итогам 2020 года Узбекистан получил 80 тонн золота, 100% собственности для страны. Уже без инвестора, самостоятельно. Центера судилась с Монголией. Там тоже суд шел не по национализации. Это все факты знают, они прекрасно знают эти факты, но сознательно умалчивают. И приводят пример, что у ООН, значит, есть нормы о том, что, значит, она будет поддерживать страну по вопросам экологии. И тут же заявляет о том, что нужно национализировать, чтобы... Ну что за абсурд? Это просто переворачивается суть вопроса, проблемы, переворачивается с ног на голову, чтобы просто дурить население, общественность. Что значит это? ООН будет поддерживать экологические вопросы через национализацию. Наоборот. Судопроизводство по экологии и вот даст эти результаты. Выбить эти козыри у них, потому что здесь надо обоснованно на фактическом таком реальном уровне представить. Это есть. Вот сейчас ее назначили министром по экологии. Наша дама, которая специалист по этому, уже не один год она об этом говорила. Кутманова. Динара Кутманова. Да. Ее же команда подготовила это все. И суд на основе этого вынес решение. Наш суд. Сначала выносит наш суд. Не сразу идут в Гаагу там или международные суды. Сейчас Центера подала в Международный арбитражный суд на Кыргызстан по вопросу Кумтора. Да. Конкретно по какому вопросу? И в результате этого, как мы знаем из СМИ, Центера заблокировала возможность операций с акциями Центеры, которые есть у Кыргызстана.
Вот эти акции имеют для нас значение, и насколько они важнее самого рудника и золотодобывающего предприятия? Эти Потому акции что находятся в их руках, эти акции находятся, значит, в Торонто, в Канаде находятся эти акции, и поэтому, значит, они могут это заблокировать, но они не могут заблокировать хвостохранилище, где находится 106 тонн золота, тоже цифра установлена. 106 тонн золота в хвостохранилищах – это собственность Кыргызстана. Они это не могут заблокировать. Они не могут сейчас заблокировать добычу рудника и не допускать никого, значит, и чтобы они продолжали это добывать и вывозить. Этого они не могут сделать. Они не могут сделать вот эту процедуру, то, что они блокировку с золотом, который лежит на месторождении, которое должно добываться. Внешнее управление, поэтому называется временное внешнее управление. Это означает, что рудник будет, месторождение будет продолжать свою работу, но уже в внешнем управлении продукция будет здесь. А акции, да, акции, ценные бумаги, там, пожалуйста, они пусть блокируют, арестовывают и так далее. Но страна будет получать это все уже. То есть рудник сам по себе более Конечно. ценный актив, чем вот эти 26,6, по-моему, Конечно, процентов конечно, акций конечно. от Центеры. Давайте продолжим по внешнему управлению, прежде чем мы дальше будем говорить о вариантах, которые нам предстоит еще сделать, о выборе. Внешнее управление назначено на 3 месяца, оно временное. А что будет после внешнего управления? И сейчас параллельно начинается судопроизводство по арбитражному суду, или оно еще не началось? Сейчас факт то, что наша первая инстанция, районный суд Бишкека, вынес постановление о компенсации затрат по нарушений по экологии. Это первая инстанция. Да. Есть еще инстанции внутренние, наши кыргызстанские инстанции. Они должны пройти эти инстанции, независимо от того, что, значит, там МИД Канады выражает сомнения. Но это протест на внешнее управление. Там еще другие выражают это, что надо спрашивать разрешение. Нашим судам надо спрашивать разрешение в Канаде или спрашивать разрешение где там, я не знаю, где. Где спрашивать надо? ООН надо спрашивать. Мы можем вести судопроизводство по экологии или не можем вести судопроизводство по экологии? Можем. Ведут. Надо пройти инстанции. Когда пройдут все инстанции, ну, останется там, наверное, еще конституционное заключение, как вот я в тот раз приводил, 2009 года соглашение, которое было там, значит, прошли ратификацию, а потом соглашение, вот, и конституционное. И тогда все. То, что возможно было сделать в республике, в стране, это сделается. И эти законы будут исполняться. Есть судоисполнители, которые должны исполняться. А потом уже процедура там рассматривается на этих международных инстанциях. Такой путь прошел Узбекистан. И многие страны, которые вот так судились. Поэтому здесь ничего нет такого сложного, ничего нет невозможного. В конце-то концов, соглашение, которое в 2009 году подписали, это же не Библия, это же не Коран, который нельзя менять. Что это такое? Это устав ООН, что ли, что мы не можем это менять? Так нас ведь трубят. Нет, вы не можете, вы не имеете права. Давайте сейчас разберем вопрос о ратификации и денонсации. Что это означает? Давайте, это очень ратификация. важный вопрос. Вот в 2009 году была сделана ратификация. Ратификация – это латинское, она означает утверждение решения. Ратус и фикас – утверждаю решение. То есть решение утвердили. Это что означает? Этот термин, он имеет определение в международном обиходе. Это означает утверждение высшим органом власти, государственной власти, международного договора, договора между государствами. Там, значит, должно быть как минимум 2 государства, 3, 4, 5 и так далее, но 2 государства должно быть, чтобы говорить о междугосударственном международном договоре. Пример. В США таким образом через ратификацию утверждали поправки Конституции страны свою, поправки Конституции страны. Вот один путь, это когда уже не между народами, а внутри, поправки Конституции страны. Так, в других странах договоры между собой, между странами утверждают, Германия, Франция и так далее, вот такие договоры утверждают. У нас в Кыргызстане утвердили соглашение по золоту с Центерой. Это не международный договор, правильно? Между странами. И это не поправка в Конституцию страны. Мы же договор заключали не с Канадой, а мы заключали договор, соглашение с НТР. И это соглашение утверждает. Ни до, ни после у нас ни в одной стране мира такие соглашения не ратифицирует Джогорку Кенеш. Это была просто позорная акция со стороны Джогорки. И превышение своих полномочий, превышение своих компетенций.
Не должен был Джеворку Кеңеш делать этого. Прежние соглашения, которые шли еще с 1994 года, они не проходили ратификацию Джеворку Кеңеша. А тут в 2009 году вдруг вот решили провести такую ратификацию в абсурдном таком отношении. А что это такое? Сделал Джеворку Кеңеш, это сделал. Надо признать сейчас, вместо того, чтобы кричать о том, что мы должны национализировать. Исправьте свои ошибки, исправьте свои исторические ошибки, исправьте свой позор, который вы допустили. Вот этой ратификацией. Что такое ратификация? Достаточно я сказал? Да. А каким образом, вот вы говорите, исправить ошибку? Теперь, каким образом? Теперь есть понятие, это ратификация, термин. Теперь есть понятие, термин денонсация. Это французское слово, значит, это как бы уведомление, denonsation, уведомление. Одним государством другого о расторжении договора между ними. Ну, когда что-то там происходит, что-то не устраивает, и, скажем, Франция расторгает договор с Германией и так далее. В нашем случае есть одно государство, Кыргызстан, в лице Джеворку Кеңеша. Джеворку Кеңеш – это государственная законодательная власть. Это одно, это государство, Кыргызстан. А другого государства нет. Где другое государство в этом соглашении? Цинтерия – это же не государство, это же не Канада. Где государство здесь, понимаете? Это же не парламент канадский. Где? Это даже не государственное предприятие Канады. Цинтера – это не государство, это не Канада. Это значит, это не договор международного уровня, чтобы его заключать. И, значит, соглашение 2009 года полностью было абсурдным, во всех отношениях абсурдным. Это надо теперь денонсировать. Страна имеет право денонсировать, то есть, значит, отвергнуть, отказаться от этой, уведомить другую сторону. В данном случае провести процедуру денонсации, вот о чем надо говорить, не о национализации, а денонсации этого ратифицированного Джеворку Кеңешем соглашения в стенах Джеворку Кеңеша нынешнего состава, денонсацию, и уведомить, правильно, да, у вас да, акцент, уведомить другую сторону, в данном случае не Канаду, не другое государство, в данном случае Цинтеру, компанию Цинтеру уведомить о том, что, значит, соглашение 2009 года денонсированы. Все, не надо мудрить здесь ничего. Здесь, причем здесь национализация? Причем это здесь делать национализация? Национализация – это значит подливать масло в огонь. И зачем говорить о том, что заключение вот эта ратификация Джеворку Кеңеша, которую они сделали, заключение Конституционной палаты после этого, как бы подкрепление этого, это есть все, это высшая степень, выше нет, выше только небо. Никто никогда ничего изменить не может. Вот это соглашение, единственное соглашение с инвестором у нас, и вообще единственное в мире соглашение такого рода, обретает статус. Чего обретает статус? Это что? Что мы не можем изменить здесь? Это что, мы получили через это соглашение божественную благодать от Всевышнего, что ли? Это не политический договор международного плана, не политический договор международный. И это не соглашение между государствами, а это сделка, скажем так, назовем прямо, точно, без всяких этих отходов. Это была сделка президента Кыргызстана с канадским инвестором. Кыргызский президент совершил сделку с канадским инвестором. Вот это что такое. Все. Из этого надо исходить. Из этого надо исходить. Это, другими словами, если будем говорить образно, то это золотой тандем. Не во имя интересов государства, а во имя культа личности главы государства. Культа личности. Этот культ личности проявлялся в каждом действующем президенте. Каждый действующий президент становился в данном случае, устанавливал свой культ личности. Это во имя культа личности государства в контексте, в диалектической связи с амбициями инвестора, иностранного инвестора. Пиарщики сейчас пишут о том, что никто не изменит то соглашение, что мы проиграем все суды, и все, значит, это пух-прах, да, проиграем все суды. Некоторые эксперты говорят, что это соглашение возведено в ранг закона. Насколько это возможно, в принципе? Если мы можем менять, главное, наше основное, сколько раз мы меняли? Конституцию. Если мы можем менять саму структуру, вот эту систему Конституционного суда, то суд, то палата, то 5 палат, то 5 суд, то почему мы не можем менять закон? Закон. Не главный закон, не Конституцию, а мы не можем менять другие законы мы все меняем. Что же мы тогда поменяли закон? 2-го года ввели закон. Что же мы поменяли этот закон акционерных обществ? Вот сейчас на основе этого сделали что? Почему мы поменяли закон
Это же закон, нельзя менять. А этот закон чем отличается? Только тем, что он ратифицирован, Джорко Генеши. Значит, делает денонсацию, и все, это уходит на нет. Нет, надо кричать о том, что это все мифология, что наши вот здесь знатоки сейчас здесь с таким опломбом, с таким краснобайством утверждают о том, что никаких судов. Они что, проходили суды, что ли? Вот тот, который кричит, об этом говорит постоянно, и те, которые говорят с трибуны парламента, они что, проходили судопроизводство по экологии, чтобы говорить это, что нельзя поменять? Их не просит никто менять. Их никто не просит менять. Их никто не просит национализировать это. Их просят одно: исправьте свои ошибки. Ратифицированное соглашение 2009 года сделайте денонсацию. Денонсацию. И дайте возможность судопроизводству по экологии и по налогам дойти до логического завершения. Вот и все. Вот. И еще нужен факт очищения. Два закона наших нужно просто очистить от кабальных статей. Это закон 2002 года о делении продукции. Название сделали, а все остальное начинку другую сделали. И закон 2012 года при Атамбаеве был принят. Закон 2012 года о недрах. 22 статью из этого закона нужно просто изъять и сжечь. Публично на площади вынести и сжечь эту статью, где говорится о том, что инвестор может работать до полного истощения запасов на месторождении. Вот это надо очистить. Вот чем должны заняться депутаты, вместо того, чтобы говорить, давайте национализировать, давайте это, а потом кричать, что это невозможно. А что возможно тогда в нашей стране? Продолжать эту эстафету? И этот тандем продолжать? Президент плюс инвестор? Нет, я думаю, что сейчас уже пришла пора. Точка невозврата, когда нужно завершать эту эстафету, этот тандем, с тем, чтобы это все прошло уже в историю, в прошлое, чтобы стало достоянием исследователей, а не действующим фактором нынешней политики. Кубан Ильязбекович, извините, что прерываю вас. Хочу сообщить нашим зрителям о том, что к нам присоединился Ахунбай Кошоев, общественный деятель. Мы говорим о соглашениях с канадским инвестором по руднику Кумтора, введении внешнего управления, как о национализации или альтернативных путях решения этой проблемы. Вот Кубан Ильязбекович выступает резко против национализации и поиски иных путей, который позволяет законодательство, как наше и международное. Правильно, Кубан Ильязбекович? Да. Вот, каково ваше мнение на этот счет? Ну, мое мнение такое. Это мировой практики. Слава развитым странам заходят мировые акулы, финансовые магнаты, под разным предлогом заходят в страну, составляют кабальные договора и выводят недры полезные большей части за рубеж. Я сейчас вот принес книгу «Игры экономических убийц». Перкинс, Джонс, Стивен Хайет. Они сами работали в составе этих убийц экономических, и игры экономические этих финансовых магнатов. Они заходят под разным предлогом, когда в стране кризис, они подкупают президентов, премьер-министров и соответствующих должностных лиц, чтобы войти и составить кабальный договор. В нашей стране получился именно таким образом. А теперь об этом знают ли, не знают ли этих государственных должностных лиц, государственных должностных лиц, что в мире есть так же, как я считаю, существуют внешние убийцы экономические. Это являются как раз кабальные договора и плюс всяческие составленные мошеннические схемы, как вывести богатство с этих слабых стран. А внутренние убийцы, экономические убийцы, я их называю продажные наши должностные лица, депутаты в том числе, некоторые, не все, может быть, они помогают тем убийцам экономическим, которые за рубеж прибывают в виде инвестора, но потом кабальный договор. Ну, если так считать, почему
всегда, когда вопрос Кумтора рассматривается, все некоторые должности начинают говорить: вот мы проиграем, мы не можем. А почему не можем, спрашивается. Тем более экологическую тему ставятся большие штрафные санкции. Допустим, для примера, чтобы понятно было народу, вот белого барса, если застреливает, 10 тысяч за поголовье. А если чистую воду загрязняют, экологически нарушают крупные, эти ледники, если тают, на них эти отбросы, отходы забрасывают, эти миллиарды штрафов в мировой практике. Вот я думаю, сейчас, почему сейчас говорят денонсация, национализация? Джапаров первые дни, когда до выборов президента, он сказал, что, наверное, там мало осталось. А раньше говорил, Кумтор надо забрать, чтобы работал кыргызскому народу, кыргызскому государству. А почему он так сказал? Мне кажется, он тактический ход такой сделал. Почему? Потому что моментом, если шашки вон, сказал, вот все заберем, национализация, это пугает всех инвесторов в самом деле. Он пошел другим путем. Мне кажется, возле него сейчас находится очень грамотный специалист, который из опыта мировых стандартов помогает ему пойти другим путем. То, что кабальным договором мы проиграли большие, там, несколько миллиардов от выгоды Кумторовского рудника, анализировали, чтобы не пугать инвесторов, они пошли именно ставить равноценную штрафные санкции ставят за нарушение экологических норм права. Экологические нормы права, вот сейчас, видите, говорят, 3500 от одной, по налогам 1500, где-то около 5 миллиардов ставят сейчас. Если так рассмотреть, президент первоначально просто тактически не пугать инвесторов, таким образом выразился. А сейчас они нашли эквивалентный способ отъема того ущерба от нашего бюджета. Нашли другой способ. Ну, в мировой практике юридические процессуальные пути разные они. Вот они нашли такой способ, который именно экологические нарушения, оно равноценно по потере бюджета. Они пошли другим путем. С другой стороны, не кричат, не бьют по столам национализация, денонсация. Это звучит как бы пугающе для инвесторов. Они выбрали такой путь. В мировой практике как оценивается ущерб экологический? Миллиарды. Хорошо, мы пойдем другим путем. Мы не будем пугать их национализацией, денонсацией, а мы пойдем именно фактический ущерб, нанесен экологии. Это тоже эквивалентно той потере, которую наше государство потеряло. Я так понимаю, вот мы в начале нашего разговора с Кубаном Ильязбековичем как раз говорили об этом, что сейчас, если Центера начнет процедуры по арбитражному суду, у нас есть очень весомый козырь и значимый аргумент в виде экологического ущерба. И если я верно понял и вас, нам нужно идти по этому пути. Да. Я тут объясню момент. Отличие денонсации от национализации – это не одно и то же. Денонсацию сейчас имеется в виду, что сейчас надо применить. Денонсация будет идти после того, как суды будут выиграны по экологии. Суды будут выиграны, вот эти суды по компенсации экологии будут выиграны нашей стороной. Вот тогда следующий шаг – это денонсация. А национализация – это означает, латинское слово, это означает переход к нации. Это значит переход частной собственности, собственность государства. Земля, предприятие, банк, транспорт. В нашем случае что именно подлежит национализации? Если земля, то она и так наша, она не канадская. Земля-то не канадская, кыргызская, нам принадлежит. Ледники тоже наши, заповедники тоже наши. Если речь об установленном на месторождении оборудовании техники, то это не предмет для вывоза. В соглашениях нет пункта о том, что инвестор имеет право на вывоз этого
техники и оборудования. Это предмет для рассмотрения между правительством страны. Соглашение подписывали премьер-министры. Соглашение не подписывал глава Кыргыз-Алтын, акционерного общества. Соглашение подписывали, все соглашения подписывали премьер-министры. И Центеры, с той стороны ведь не премьер-министр Канады подписывал же, нет? А подписывала Центера, с той стороны должно подписание, со стороны правительства стороны и Центеры. Иначе говоря, в данном случае речь должна идти не о процессе национализации, не о процессе, повторяю это, не о процессе национализации, а о процессе судопроизводства. Еще раз повторю, речь должна идти о процессе судопроизводства по вопросу о нарушениях экологического законодательства Кыргызстана, не Канады, не законодательство Канады, а законодательство Кыргызстана, а также по вопросу налогового законодательства, опять же, Кыргызстана, не Канады. По вопросу о нарушениях налогового законодательства. Там 1 миллиард долларов идет по линии 3 миллиарда по экологии, 1 миллиард вот, судопроизводства нашем. Этот процесс судопроизводства следует довести до финиша. До финиша. И пока это не дойдет до финиша, никаких вопросов о денонсации, о национализации не стоит. Вопросов это не стоит. Судопроизводство, оно, которое ведется сначала у нас, о котором мы говорили Конечно. в начале нашего У разговора. нас, а потом перебросится поэтапно. туда. А Да. на каком основании тогда сейчас Центера подала в Международный арбитражный суд на Кыргызстан? Что это значит? Да это я не знаю, это давайте эксперты пусть разбираются, подала, не подала, куда именно, Нет, где информация об этом. Это просто понты. Вот так они пугали всех президентов, премьер-министров. Давайте элементарные каноны, которые и внутри государства, и в международных правах. Собственник, он имеет, владеет и распоряжается. То есть собственник кто? Кыргызстан, кыргызские недры, кыргызская территория. Он должен иметь, владеть и распоряжаться. А почему сколько лет канадцы распоряжаются? Кто допустил? Допустили наши бывшие президенты, премьер-министры и соответствующие должностные лица. Почему они такое допустили? Вот как раз в этой книге «Игры экономического убийцы» способы войти, подкуп и составлять кабальные договора, если когда соглашаются. Вот тут есть интересные примеры, я специально могу даже сказать. Такое случай было в Эквадоре, государство, когда вошли там тоже золоторудные эти недры. При соглашении, когда кабальный договор предлагали, он отказался. Он ехал именно на автомобиле, ехал оттуда к своей резиденции, по пути на автомобиле погиб. Президент один, все остальные трое целые. Такое же случилось в Сальвадоре, государство. И он отказался отдавать кабальным договорам. По пути в автомашине погибает президент. Все трое сидящие иностранцы остаются живыми. У нас Исанов, премьер-министр, тоже, по моим информациям, не соглашался. Едут и в автомобильной катастрофе погибают. А вот экономические убийцы, почему так? И Стивен Хайет, Джон Перкис, они говорят, есть специальные группы масштабного, глобальном масштабе работают экономические убийцы. Они заходят в слаборазвитые страны, договариваются, подкупают президентов, премьер-министров, или не соглашаются, если удобный случай, убивают. Вот откуда эти ноги тянутся. У них это длилось не больше 5 лет. У нас где-то длится уже 30 лет. Да. Мы превзошли вот эту книгу, все эти примеры с этой книгой, с нашими примерами гроша ломаного не строить. Мы это давно превзошли. Конечно, превзошли. Это наша книга сейчас может стать бестселлером, наш опыт для мировой литературы. Да. Я думаю, это классический прием финансовых магнатов, как войти в слаборазвитые страны. В Чили, в Африке, везде происходило такое. И у нас, мы, оказывается, наши правители, не мы, народ. Народ говорит, кыргыздар говорят, мал если машаяк, говорит. Миним малым бы,
Мен машаякмын, буга ешким кожоюндук кылбайт деп, это традиция, мал иеси машаяк. Однако наши президенты и Акаев, Бакиев, Атамбаев, Сооронбай тоже 56 тонн говорит, значит, они все попали в руки экономических убийц. Спасибо вам большое за дискуссию и беседу. Один К нюанс я сожалению, внесу здесь. Все, что эти двух факты, словах, да, потому все что- эти факты происходили в 19-м, первой половине 20 века. После войны этих фактов не было, потому что не было колониальной системы. У нас этот факт происходит в 21 веке. Вот и все. Спасибо большое. К сожалению, у нас закончилось время. Я напоминаю, что мы говорили о том, какие шаги необходимо предпринять правительству Кыргызстана дальше с общественными деятелями Кубаном Мамбеталиевым и Ахумбаем Кошоевым. Это была программа «Еще не вечер». Эфир Алто-24 продолжается. Оставайтесь с нами.